Тренер по плаванию спортивного комплекса «Самородок» пострадала из-за несоблюдения норм безопасности труда. 12 августа в Республиканскую офтальмологическую клинику поступила женщина с химическим ожогом глаза. Ожог она получила во время химической обработки чаши бассейна. В подробностях случившегося разбиралась Саргалана Захарова. Марьяна Яковлева посвятила 20 лет жизни любимой работе тренера по плаванию в спорткомплексе «Самородок» и никак не ожидала, что из-за нее окажется на больничной койке. Заслуженный работник физической культуры и спорта республики чуть не лишилась зрения во время обычной уборки чаши бассейна. 2 года назад, как рассказала Марьяна Николаевна, тренеров и инструкторов стали обязывать проводить обработку чаши химическими растворами и при этом выдавали только перчатки. Специальные маски и халаты вообще не предусматривались. Мыли с утра уже большую чашу на глубине 5 метров. Мы начали мыть снизу, распылять эту химию без защитных средств. Тряпки заматывали в щетки и завязывали. Когда распыляем, когда поднимали щетки на 3 метра высотой, и тряпки, конечно, естественно, разлетаются. Вот разлетелась и попала в глаз. За комментариями мы обратились к заместителю директора спорткомплекса Александру Абдульманову, но в личной встрече он отказал. Однако рассказал о ситуации по телефону. У нас, так ежегодно мы вызываем людей из отпуска, все официально оформляется. По производственной травме тоже все будет оформлено согласно Трудовому кодексу, согласно закону. А почему работники производят эти работы без надлежащей экипировки, защитных масок хотя бы? Ну, сейчас происходит расследование, с всех бессикленные берутся. Отметим, что вещество хлор, которым чаще всего обрабатывают подобные помещения, во время Первой мировой войны использовали как боевое отравляющее вещество. Ладно, там мы когда убираемся, влажную уборку и делаем. А когда с химией, вообще мы не должны работать. Сейчас состояние здоровья пострадавшей улучшается. Она проходит курс лечения в стационаре Республиканской офтальмологической клиники. Саргалана Захарова, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.